Меня зовут Алия Альжанова, и это программа «Сатам». Сегодня мы делаем обзор квартиры, которая находится по адресу проспект Мира, 237А. Итак, сегодня мы находимся в квартире 170 квадратов. Будем делать полный обзор. Я расскажу вам много чего интересного и необычного. Начнем, пожалуй, с вот такого большого просторного холла. Здесь несколько дверей, которые ведут в определенные комнаты, но давайте я вас приглашу сначала в сердце этого дома. Автономное отопление. Здесь идет полное управление данными, скажем так, удобствами. Это электрический щиток, он итальянский, все подключено отдельно, то есть если вдруг где-то произойдет перенагрузка, то в зависимости от того, что именно, скажем так, перезагружает сеть, отключится автоматически. Очень удобно, здесь все подписано, поэтому я думаю, что не перепутаешь. Здесь находится бойлер, но вот я не знаю, будет ли его видно. Такая большой водонагреватель от Ariston. Теперь проходим следующие двери. Следующая комната. Вообще, попробуйте угадать, что это. Не сразу, потихонечку я вам открою. Это прачечная. Такая небольшая комната, но удобная для того, чтобы погладить, постирать, высушить, все самое необходимое произвести. В общем, такая отдельная комната. И также здесь есть гостевой санузел. То есть очень удобно, пришли гости, помыли руки, и не надо, в общем, куда далеко бегать. Ну и давайте проходим в большой просторный холл. Итак, мы находимся в гостиной. Здесь мебель обставлена полностью из натурального дерева. Обратите внимание на мягкое освещение. Это чехословацкие люстры. Я думаю, что если сейчас искать, вряд ли вы сможете найти что-то такое красивое, нежное, классическое. Ну и здесь гостиная зона. Здесь собираются гости. Очень удобно. Такой большой просторный стол. Также отдельная подсветка над обеденной, в общем, скажем так, столовой зоной. Есть также шкафы, которые полностью из одной коллекции, они тоже выполнены из натурального дерева, поэтому такие вот, в общем, будет где что хранить и посуду, и книги, поэтому в этом проблем нет абсолютно никаких. Обратите внимание на потолки, они очень красивые, переливаются, переходят из яруса в ярус, это гипсокартон, в них спрятана по всему периметру диодная подсветка. Таким образом можно, выключив основной свет, оставить только дополнительный, скажем так, для того, чтобы был такой мягкий, очень релаксирующий свет для отдыха. Ну что ж, давайте теперь пройдем на кухню. Кухня такая очень интересная. Здесь есть вход на кухню с этой стороны, и потом мы выйдем с другой стороны. Кухня разделена на две зоны. Вот такая вот зона столовой, где можно присесть с семьей, собственно, завтракать, обедать, ужинать, и также зона готовки. То есть здесь уже мы переходим непосредственно, скажем так, к главному органу этого дома. Я думаю, что кухня — это самое важное для всех хозяев. Она просторная, очень хорошо продуманная система расположения мокрой зоны, горячей зоны и холодной зоны. То есть холодильник, кстати, здесь не встроенный, но вы можете, скажем так, выбрать по любому размеру. Место располагает. Итак, здесь у нас идет мойка. Итак, посудомоечная машина, большая, вместительная, от компании Siemens. Вот, кстати, здесь есть объем. В общем, можно после большого застолья, приема гостей, мне кажется, за раз все вымыть. В общем, вытяжка, панель варочная и духовая плита тоже выполнены от компании Siemens. Все в белом цвете, я думаю, это сейчас самый любимый цвет хозяев, потому что он такой все-таки расширяющий пространство, не съедающий ни капельки места. Ну, в общем, все задвижки, все доводчики здесь из немецкой компании. Очень мягко все работает.
Ну и здесь зона хранения. То есть если у вас большая семья, я думаю, что меня поймут, что здесь нужно будет обязательно и посуда храниться, и продукты, и какие-то сухие, я не знаю, смеси, приправы и так далее. И обратите внимание на столешницу. Столешница выполнена везде абсолютно из натурального камня, что, конечно, придает массивности кухни, практичности в ее использовании. И мне очень нравится этот цвет в крапинку, который и вроде смотрится нежно, но при этом основательно. Ну и, конечно, для тех, кто не очень любит убираться, скажем так, это такая очень практичная поверхность. Еще я бы хотела обратить ваше внимание на полы, которые выполнены также из керамогранита. Керамогранит испанский, и полностью как в кухне, так и в прихожей, вот так вот чудесным образом мы снова оказались в прихожей, выполнены из испанского керамогранита, и под ним расположены теплые полы. То есть если вы переживаете, что у вас дети бегают босиком, то здесь эта проблема решена полностью. И еще хочу обратить внимание на обои. Я думаю, что нужно будет взять крупным планом обои, они моющиеся и они противопожарные. Это обои производства Италии. Если мы вернемся на кухню, там они также выполнены в той же коллекции, также обладают противопожарными свойствами. Ну, здесь я уже, конечно, зажигалочкой проверять не буду, но когда их приобретали, то есть наглядно демонстрировали, что у них есть такое свойство. Они мощные, огнеупорные, ну и антивандальные. Если у вас дети любят порисовать, ну или, допустим, приходят дети в гости, частенько так бывает, что если они находят фломастеры или карандаши, конечно, им хочется разрисовывать все поверхности, и стены не исключение. Вы можете их с легкостью помыть, поэтому такой проблемы не возникнет. Итак, теперь давайте отправимся уже в хозяйскую часть квартиры. Здесь полностью хозяйская часть дома. Включаем свет. Давайте начнем, наверное, с этой двери. Это душевая кабина, санузел, то есть полностью уже для хозяев. Можно будет пройтись, посмотреть. Кстати, хотела обратить внимание на всю составляющую ванн, то есть раковину, унитазы. Здесь все выполнены из от испанской фирмы Bella Vista. Я надеюсь, я правильно произношу название, которые себя показали. То есть такой очень хороший, надежный материал. Здесь такая релакс-зона. По идее, раньше по плану это была третья спальня, так как квартира четырехкомнатная. Но хозяева решили переделать ее в такую, скажем так, общую зону, где можно будет присесть, поговорить. Кстати, очень любимое мною кресло-качалка, выполнено из бамбука, то есть здесь есть получается целый комплект мебели, выполненный из бамбука. Вот эта тумбочка тоже, она выполнена из бамбука. И продолжение этой мебели мы увидим в одной из спален. Ну а за этой большой зеркальной стеной на самом деле прячется большой вместительный гардеробный шкаф. То есть здесь можно хранить все, что душе угодно. И он выполнен также полностью из дерева. Все механизмы работают отлично. Ну и теперь давайте пройдем в следующую комнату. Сейчас мы пройдем в первую спальню, но перед этим я хочу обратить ваше внимание на двери, потому что все они выполнены в едином стиле из натурального дерева, откосы также из натурального дерева, и они продолжаются таким образом, переходя плавно к полу, то есть напольные карнизы или плинтуса, как еще их принято называть, также выполнены из натурального дерева, что дает хорошую прочность и износостойкость. Ну что ж, пойдемте в спальню. Здесь есть несколько вариантов освещения, то есть основная люстра, также есть увеличение мощности, есть дополнительный свет, который уже встроен в карнизы, и можно включить дополнительное освещение у окна. То есть мы можем таким образом играть светом и выбирать, какое освещение наиболее удобно, предпочтительно. Я думаю, что
в современной квартире это обязательно нужно учитывать, потому что, приходя с работы домой, уставший, порой хочется отключить весь ненужный свет и оставить какой-то слабо мерцающий для того, чтобы хорошенько отдохнуть. Но больше всего мне в этой спальне нравится, конечно же, окно и этот прекрасный вид, который я хочу открыть всем вам. У нас вот такой вот замечательный вид на восток. Здесь находится парк Энтемак, который засажен деревьями, и в скором времени у вас будет прекрасный зеленый вид не только на тополя по магистрали, по Манаса, но и также у вас будет прекрасный вид на парк. Я думаю, что это прям огромный плюс. Кровать также выполнена из дерева, и есть вот такие вот прикроватные освещения. Я думаю, что это очень удобно, если вечером вы читаете с каждой стороны по одному светильнику, чтобы можно было в своей стороне, к примеру, оставить, продолжить читать, пока другой член семьи отдыхает. Туалетным столиком обязательно он тут имеется, он тоже выполнен в едином стиле. Но я предлагаю перейти в хозяйскую ванную. Так, очень просторная комната, здесь можно включать-выключать вытяжку. Напоминаю, что кафель везде, так же как и керамогранит, испанский, качественный, хороший. И, в общем, здесь уже ванная, здесь уже такая зона релакса. Отдельно есть подсветка над зеркалом. Я думаю, что девушкам, которые любят краситься, да и вообще на сегодняшний день всем хочется, чтобы было дополнительное освещение перед зеркалом, чтобы видеть все нюансы. Также у нас есть регулятор, собственно, теплых полов, потому что здесь, опять же, я напомню, испанский керамогранит, который, я думаю, что по логике вещей нужно иногда подогревать, если вы мерзляк. И проходим, пожалуй, во вторую спальню, которая находится, опять же, мы выходим в релакс-зону и переходим во вторую спальню, но здесь уже такая спальня, скажем так, кабинет. Она выполнена уже немножко в другом стиле. Здесь, в общем, все для хранения вещей. Вы видите, я вам говорила о том, что здесь есть целая комплектация, полная комплектация мебели из бамбука, то есть это опять же кресло, вторую тумбу, как мы видим, ну и это большая просторная кровать, это тоже бамбук. И здесь замечательно разместился рабочий стол. То есть особенно это актуально сейчас, в период пандемии, карантинов, и когда многие предпочитают уходить, скажем так, в онлайн работу, это очень удобно. То есть у вас отдельная зона для работы, хороший просторный вид, то есть здесь идет сразу 3 окна, что позволяет, скажем так, более масштабно получать и солнечный свет, и как-то глазам, что ли, не тесно. По крайней мере, когда ты работаешь за компьютером, периодически нужно, скажем так, смотреть вдаль для того, чтобы глаза тоже отдыхали. Система освещения в этой комнате тоже продумана очень тщательно, то есть можно включать по отдельности свет прикроватный, можно включить дополнительный основной свет, ну и можно также включить над рабочей зоной, причем по отдельности каждый из плафонов. Это очень удобно. Таким образом, если мы работаем, к примеру, за столом, мы можем оставить только рабочую зону подсвеченной и все остальное выключить. Итак, мы приехали на подземную парковку, и здесь есть паркинг, который прилагается к квартире. Собственно, расположение машин, нумерация у каждой квартиры. Здесь такая очень хорошая, сухая, светлая парковка. Итак, мы вышли во двор, здесь классный двор, вы видите, за мной сейчас находится зона барбекю, сейчас мы ее посмотрим, скажем так, поподробнее. Отличный двор, пикниковая зона своя, это, я думаю, скажем так, особенность этого дома. Здесь наземный паркинг,
Я бы даже сейчас, наверное, устроила бы пикник. Смотрите, здесь есть даже дрова. Можно приготовить плов для большой компании, шашлык, либо, может быть, что-нибудь еще горяченькое. Все жильцы дома имеют доступ к этой зоне барбекю и могут устраивать пикники в любое удобное время. Также есть стол. Ну и если мы пройдем дальше, конечно, как без нее, это символ нашей страны, юрта, которая сейчас, конечно, выглядит так, но в летнее время ее можно красиво украсить и таким образом даже принимать иностранные делегации. Если, к примеру, у вас друзья приехали из-за рубежа, то можно их вот таким образом удивить и встретить на природе, которая находится совсем рядышком с домом и при этом с национальным колоритом. За качели не переживайте, я вешу всего 50 килограмм, они выдерживают больше. Мы с вами уже находимся теперь на детской площадке. Ну вот детская площадка, конечно, немного маловато, но она полностью продумана. То есть здесь есть хорошая горка, лестница, ну и немножечко совсем, но есть турников для более взрослых деток. Эта детская площадка уже идет на 2 дома, то есть если вы обратили внимание, здесь на одной территории находится 2 дома, и поэтому есть зона барбекю и детская площадка. Но я думаю, это очень удобно. Ну и учитывая, что здесь находится рядом огромный парк, то, скажем так, такой небольшой детской площадки вполне достаточно. Итак, обзор этой квартиры мы с вами провели. Если вам понравилось, то звоните, пишите по номерам, которые вы видите справа.